Правительство Коми добивается включения в состав арктической зоны Инты, Усть-Илимского района и Усинска. Данные муниципалитеты находятся на линии Северного полярного круга в зоне распространения многолетней мерзлоты. Сейчас инициатива региональных властей рассматривается на федеральном уровне, сообщает пресс-служба главы. Это было одной из тем госкомиссии по вопросам развития Арктики в Мурманске, в которой принял участие Сергей Гапликов. Руководители арктических регионов, федеральных органов власти и государственных корпораций вместе с вице-премьером российского правительства Юрием Трутневым обсудили вопросы поддержки предпринимательской деятельности в арктической зоне. К 2020 году завершают свои действия основы государственной политики в Арктике. С учетом новых задач и вызовов правительством Российской Федерации разработаны, будут до конца года доложены президенту Российской Федерации обновленные основы государственной политики на 2020-2035 годы. Одним из важнейших направлений государственной политики считаем повышение уровня жизни людей в арктической зоне, обеспечение качественного образования, медицинского обслуживания, увеличение количества объектов культуры, спорта, доступных для населения, расширение транспортной инфраструктуры. Также участники заседания рассмотрели проект плана развития инфраструктуры Северного морского пути. Правительство Коми направило в адрес госкорпорации «Росатом» предложение, в том числе и по созданию полярной авиации, обеспечивающей функционирование Северного морского пути и прилегающих территорий, строительству новых железнодорожных линий Воркута-Усть-Кара и Сосногорск-Индиго, которые дополнят развитие Северного широтного хода и сформируют транспортно-логистический узел для увеличения грузопотоков. Один из пострадавших в пожаре, который 16 декабря произошел в Ухтинском общежитии, доставлен в Сыктывкар. Это мужчина 89-го года рождения. Он, по оценке медиков, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Вообще, как сообщили в Минздраве, накануне в регионе наблюдался один из пиковых моментов использования санавиации. Из Воркуты в сопровождении анестезиологов доставлен ребенок 7 лет и взрослый, перенесший инфаркт миокарда. Из Ухты эвакуирована молодая пациентка с внутримозговым кровоизлиянием. Это помимо пострадавшего в результате пожара. Еще двое были доставлены из Усинска с острым инфарктом миокарда и гематологическим заболеванием, а также пациент из Печоры с острым нарушением мозгового кровообращения. Всего таким образом перевезено 7 человек.